Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Заранее огромное спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Красный песок расскажет все тайны и секреты вашего мужчины. Если вы хотите узнать все его тайны и секреты, пожалуйста, посмотрите на песочек. Подумайте о своем любимом человеке, либо о том, кто вам интересен. Мысленно либо вслух задайте такой вопрос. Что скрывает от меня, назовите его по имени, какие тайны и секреты у него есть. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, какие тайны и секреты скрывает ваш любимый человек. Так. Знаете, вот у меня тут такое чувство, что здесь треугольник вышел. А этот человек, вот он посередине, ваш загаданный человек. Видите, он посередине. И он мается между двух людей, между двух огней, между двух ситуаций. Треугольник не обязательно может быть с соперницей. В треугольнике могут быть там и работа, да, вы, он и его работа. Вы, он и, например, его мама. Вы, он и, например, там, не знаю, ребенок его, да, вот треугольники, они бывают абсолютно разные. Вот здесь вышел явный треугольник. Вот он посередине, он разрывается между двух людей, либо двух ситуаций, либо человека и ситуации. Ему очень-очень сложно. Он выходит мучеником. Понимаете, вот его позиция по отношению к вам это мученичество. Я мучаюсь. Почему ты мучаешься? Да потому что я имею большой интерес и к одной, например, женщине, либо ситуации, да, и к вам. У него огромный интерес и много вот какое-то чувство такое, знаете, он вас любит. Вот тот человек, которого вы загадали, вас любит, но он еще это чувство не осознал. Его любовь такая, знаете, сырая, она еще не вызрела. То есть ей нужно время, как, например, хорошему вину. То есть вино сейчас, да, вот если сравнить, да, аналогию провести, вы уж извините за такое сравнение, но идет именно так. Вот вино, оно должно играть, да, прежде чем оно вызреет. И вот ваш мужчина, он тоже, вот у него играет его там эмоции, чувства, мысли к вам. Он, знаете, сегодня я прям не могу надышаться, она мне нужна, хочу, люблю, бегу, там, стремлюсь, а завтра он уже, как говорится, натешился, говорит, ну, я пойду там делами займусь, да, я пойду поработаю. Мои дорогие, кто находится в треугольнике, кто именно в позиции, что есть другая, что есть соперница? Ваш мужчина хитренький, ваш мужчина нерешительный, и ваш мужчина, он как страус, прячет голову в песок. Здесь, смотрите, с вами у него есть отдых сердцу, душе и телу, то есть с вами он полностью расслабляется, чувствует себя на пятерочку, вы его там и обцелуете, обласкаете, он с вами там натешится, налюбится, вы его еще энергией своей снабжаете конкретно, да, и потом он идет в другой дом. А в другом доме он наоборот в позиции того, кто ублажает, да, то есть там он боится, что были какие-то скандалы, споры, ссоры, он там тише, там воды ниже травы, понимаете, там он в позиции раба, он боится ту другую женщину, эта женщина для него какая-то, ну, не знаю, она доминантная, что ли, идет, да, как-то она его так конкретно за бубенцы может дернуть, да, что ему сразу становится и больно, и страшно, и он прям готов выполнять все, что она скажет. Бросит ли он ту другую женщину? Большой вопрос. Он с ней расстанется, но только если она его выгонит, понимаете? Идет именно эта ситуация. Поэтому, если мужчина ваш женат, либо у него есть другая женщина, ну, вы тратите время. Он может любить вас самой чистой искренней любовью. но он не сможет уйти оттуда. Там слишком много пут.
И там женщина такая, знаете, деловая, боевая, и она знает, как им манипулировать и как им управлять. Если же это ситуация, что у него мама такая, да, вот может быть мама диктатор, диктатор в юбке, да, такой вот прям директор, распорядитель, то здесь вам нужно действовать по-другому. Если вы знаете, что мама жесткая, мама принципиальная, либо мама такая, знаете, не упустит свои возможности, то вам нужно идти на поклон к этой маме. В любом случае, если вы будете строить семью с этим человеком, вам все равно придется с ней общаться и встречаться, и, конечно же, не с позиции там противодействующей стороны, наоборот, с человека, который желает влиться в семью и который желает мир. Вот этой маме важно понимать, что вы ей не угроза, что ее любимый сынок не разлюбит ее, не оставит, не бросит. Она больше всего боится одиночества. И она желает, вот смотрите, всегда быть вот такой большой мамой, да, которая учит маленького ребенка. То есть, если вы вольетесь в эту семью, если вы соединитесь с этим человеком в браке, то вы тоже станете рядом с этим малышом, да, мальчиком, сыном, и она тоже будет вас поучать. То есть тут нужно принять и, грубо говоря, смириться. Ну, принимать же можно по-разному, да, можно там приходить и говорить: ой, мама, спасибо, такие хорошие советы, конечно же, буду слушать, вы у меня умничка, молодец, что бы я без вас делала, да, при этом выходить за дверь и жить своей жизнью. Если мама там спросит, почему не делаешь, как я, вы такие: ну, а я не поняла до конца. Вот у меня не настолько там, например, да, мозг работает быстро, вот как у вас, да, вот я не сообразила, вот простите, ну такая вот я, да, вы мне еще раз расскажите, я запишу, потом я сделаю. Здесь можно, понимаете, можно. Этой маме главное понимать, что она останется главой, авторитетом, что ее все будут слушаться и любить. То есть, если она сейчас против вас, покажите ей свою покорность. И я вас уверяю, через там буквально там несколько там, я не знаю, недель она будет говорить: господи, какая хорошая девочка, слава богу, что именно тебя выбрал мой сын. И тогда проблема ваша решится. Если эта ситуация касается работы, да, то есть часто, кстати, вот я по клиентам своим вижу, бывает ситуация, когда мужчина на работе просто горит. Он приходит домой к любимой там женщине, жене, а сил вообще ни на что нет. Понимаете? И женщина начинает подозревать: ага, там другая может быть еще что-то происходит. Нет, работа может отнимать ну, просто колоссальные усилия. У этого человека, если у него на работе такие вот прям, но здесь могут быть и неприятности, и его попытка вылезти из какого-то, не знаю, сложного положения. Может быть, он пытается всеми силами пробиться, чтобы он так думает: сейчас я буду тяжело работать, я вылезу, да, вскарабкаюсь на гору, и там меня ждет успех. Я вам так скажу, этого мужчину нужно держать просто за руку, потому что у него большой риск того, что он просто перегорит на этой работе, да, и будет такое выжженное поле, когда человеку вообще совершенно ничего не хочется, в лучшем случае, а в худшем случае он даже может, например, и запить от тоски, от своей нереализованности. Этому человеку нужно подсказывать, нужно... Я понимаю, что многие девочки вообще ничего не понимают, там, либо в работе, да, либо скажут, что это не мое, да, он мужчина, он должен сам, но этот мужчина, он нуждается в подсказке, он нуждается в помощи. Здесь вам нужно этого мужчину лаской, добротой, ну, как обычно, да, вы с ним как поступаете, его немножечко расслаблять, потому что он весь как натянутая струна. Он, ну, в любой момент та струна может лопнуть, и ваш мужчина может пострадать. Тут могут быть и психологические травмы, что угодно. Ему очень тяжело работать. Вы, ну, посоветуйте ему, может быть, поменять что-то, может быть, больше, там, я не знаю, расслабляться, отдыхать. Знаете, он добьется. Он добьется, но ему нельзя вот такими семимильными шагами идти к своей цели, потому что он совершает ошибки, он очень спешит и совершает ошибки. Если вы сможете с ним поговорить, если вы сможете его убедить, пожалуйста, вы как-то мягко, ну, я вижу, вы умеете на него воздействовать, да, то есть не мне вас учить, не мне вам подсказывать, да, вы сумеете с ним поговорить. Просто здесь момент такой, что вы, может, тоже заинтересованы в том, чтобы он там зарабатывал больше, чтобы он там добивался большего. Я скажу вам такую вещь: всех денег, во-первых, не заработаешь, а во-вторых, если ваш мужчина надорвется, ну, поверьте,
там уже ничего хорошего не будет, да, и денег, опять же таки, не будет, и будет с вами сидеть такой старик, разбитый, разваленный на части, да, который не может собраться, там, я не знаю, буквально там 2 шага сделать, да, у него будет там маршрут, я не знаю, там кухня, диван, туалет, да, все, больше вот никуда ему не захочется, никуда он не дойдет. Девочки, поберегите мужчину, потому что если мужчина много работает, ему обязательно нужен отдых, прям кричит, да, нужен отдых. Выбрать мужчина на сегодняшний день не может, потому что и там важно, и тут важно. Вас чувствует, понимает, любит, но у него какая-то вот косноязычность, скорее всего, есть. Он либо не говорит о своей любви, либо он типа я такой, да, это моя черта характера, я там не люблю рассказывать про любовь и про чувства. Да, это правда, он не любит рассказывать, но тут главная причина-то в том, что он еще любовь свою, да, не осознал, не прочувствовал ее вкус до конца. У вас, я вижу, тут какой-то момент будет расставание, временное расставание, пауза может быть он куда-то поедет, либо вы куда-то уедете. Вот этот период, он идет, вот ближайший вот месяц, где-то 2 у вас такой период наступит. Когда этот период будет, этот мужчина, он за голову схватится, потому что такую сильную тоску по вам почувствует, так ему будет вас не хватать, ему прям ломка начнется, вот как я хочу быть с ней рядом, как мне к ней нужно. Вот тут будут перемены, перемена очень конкретная. Знаете, этому человеку ему нельзя ревновать, его нельзя провоцировать. Он слабенький, эмоционально мужчина слабенький. Он может ничего не сказать, но он закроется и все. Это вот не раскрыть эту шкатулочку ничем, да, там не пробить этот замок. Поэтому, пожалуйста, не провоцируйте на ревность. Да, я вижу, что вам не нравится, что он не проявляет вот нежности, может быть, каких-то вот мимимишных слов не говорит, но тем не менее, у него еще все впереди, он еще просто не созрел. Смотрите, у кого есть ребенок, у кого-то есть ребенок от этого мужчины. Здесь вы видите разницу, как он, например, там с ребенком, как смотрит на ребенка, как разговаривает с ребенком, еще особенно если девочка, у вас может быть тоже ревность. Знаете, ревновать не надо. Он в этом ребенке, да, вашем, видит вас. И то, что он не может сказать вам, он все говорит ребенку. То есть, когда вы слышите, как он играет с ребенком, какие слова говорит, там, как относится, что рассказывает, считайте, что он говорит это вам. Вот такая особенность у этого человека есть. Знаете, его самый большой главный секрет — это неуверенность в себе. Лишний раз он боится вам слово сказать, потому что не знает, какую реакцию он произведет. Он считает, что он немножечко, недотепа, да, что он может сказать какую-то глупость, да, потом ему за это прилетит. Возможно, да, действительно, он такой. Но, тем не менее, он очень сильно зажат, очень сильно закомплексован. Неуверенность в себе и желание во что бы то ни стало доказать всем и вся, что он ого-го какой, это его самые главные враги. Он их прячет, он их скрывает. Но вы либо уже начинаете это видеть, либо пройдет время, и вы уже точно будете понимать, где ахиллесова пята у вашего любимого человека. Я скажу вам такую вещь: никогда не бейте туда, никогда. Вот что бы ни происходило между вами, я тоже человек, понимаю, что бывают всякого рода и обиды, и желание там отомстить, как-то там человека немножечко приструнить. Никогда не бейте в его комплексы, потому что это не принесет вам результата того, на который вы надеетесь, но этого человека это может просто убить. Он слабенький, вы сильная, а он слабенький, причем эмоционально слабенький, знаете, очень уязвимый человек. И у него постоянно какой-то есть страх, угроза, да, вот тут бутылка вышла, да, человек может либо оскотиниться, либо спиться, либо, не дай бог, еще какими-нибудь нехорошими там допингами себя успокаивать. Он в этом деле слаб, очень слаб. Так что берегите вашего мужчину от этой ситуации. У этого мужчины еще все впереди. И неважно, сколько ему лет, у него здесь хорошие есть шансы и возможности. Здесь у него новые пути открываются. Причем у него будет 2 возможности какие-то на реализацию. Одна у него реализация идет такая, знаете, он добивается того, чего хочет, результат, домик есть, машинка есть. Вот что хотел, он это все заработал, это все у него есть. Возможно, он уже это все имеет. А следующая его реализация — это уже намного крупнее доходы. И, кстати, это может быть и даже какое-то крупное приобретение,
может быть, даже какое-то вот помещение он будет приобретать, либо бизнес свой какой-то организовывать, но достаточно успешный. Этот человек, он слаб по отношениям, но вот голова в бизнесе, в работе у него на 5 работает, понимаете, он прям такой, как это называется, да, он прям над каждой деталью трясется, очень он суетливый в этом плане и очень такой детальный, весь просчитанный, да, умудренный, но эмоционально слабый. Берегите его эмоции, и все будет хорошо. Никогда не бейте в его слабые места, потому что эффект не будет тот, который вы ожидаете, а наоборот, вы можете сделать еще хуже. Этого человека нужно немножечко оберегать. Оберегать и считать, что у него такое слабенькое здоровье, да, эмоциональное, которое нужно действительно поберечь. Так, мои дорогие, отсыпочка моя на этом закончена. Пусть все у вас будет хорошо, и пусть ваш мужчина поскорее успокаивается. Главное, вы на него сильно не давите и понимаете, что вам его нужно поддерживать. И тогда все будет замечательно. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.